Париж — это город красоты. Каждый француз является патриотом. Иногда чувствую себя как амбассадор Казахстана. Жаловаться — это вид спорта для француза, для всех лидеров из разных стран. То есть это мы создаем эти программы. Я попала в Париж по любви. Я не встречала плохих, грубых французов. Микс моего human resource бэкграунда с гибким к тому, что не все идеально. Я в это время жила в Москве. Первый раз я приготовила бешбармак, плов и манты сама, только здесь, во Франции, потому что я на самом деле соскучилась. А каково быть казашкой в Париже? На самом деле, я думаю, что это прекрасно. Нас, казахов, не так тут много, и когда я говорю, что я из Казахстана, всем становится интересно. И они такие: ой, Казахстан, никого раньше не видела из Казахстана, это интересно, расскажи. И я иногда чувствую себя как амбассадор Казахстана, потому что рассказываю им про нашу культуру, какие на самом деле мы казахи. И второе, они, наверное, видят во мне мою открытость, профессионализм. В тот же момент у них складывается впечатление, что казахи такие, мне с этого приятно. И есть люди, которые уже встречали казахов и вместе с ними работали. Мне приятно слышать, когда они мне говорят, что казахи самые лучшие, что им всегда нравится с ними работать. И когда мне об этом говорят, я тоже чувствую какую-то гордость, и мне хочется такой же имидж, такую же картинку о нас показать. Я всегда стараюсь по максимуму. Вот. И даже во время моей работы, так как я говорила, что мы всегда принимаем директоров и старших менеджеров из разных стран, и всегда во время ужина, допустим, когда мы все вместе беседуем, когда я рассказываю про Казахстан, практически весь ужин может быть о Казахстане, потому что всем интересно. Вот. Второе, наверное, я бы сказала, во Франции люди уважают разные культуры, и им всегда это интересно, им интересна именно история. Здесь всегда спрашивают об этом. Париж — это город красоты, искусства и культуры, где очень много разных национальностей, людей, которые также наслаждаются этой жизнью. И также этой историей, наверное, относятся с уважением к этому. Да. Париж очень разный, но куда бы ты ни пошел, везде красиво, есть своя изюминка. Я вот каждый раз, когда я путешествую, я всегда хочу вернуться сюда. Это уже стал моим вторым домом. Да. 3 места для тех, кто первый раз приехал в Париж. Я думаю, первое — это Сена, на берегу Сены, взять с собой маленький пикник и сесть на закате. И для меня это самое любимое место рядом с мостом Наполеона. Второе — это я бы посоветовала бы сад Люксембургский. Там тоже прийти, на скамеечке присесть у фонтана, погулять, насладиться такой как бы медленной жизнью во Франции. И третье. Я бы, наверное, посоветовала бы Сакрэ-Кёр, туда подняться, желательно, возможно, тогда, когда людей нету, может быть, рано утром, и насладиться видом базилики и в тот же момент Парижа. Какие французы на самом деле? Они очень разные, зависит откуда, они из Парижа или из других городов. Потому что отличаются, наверное, как и в Казахстане, в любой стране, те люди, которые живут в столице, они немного разные. Вот. Но на самом деле я думаю, что они отличаются тем, что они очень ценят свое время, свое здоровье и свои какие-то интересы. То есть они всегда уделяют время тому, чтобы после работы отдохнуть, побыть с семьей. И во время ланча тоже они не отвлекаются на работу, во время выходных они не работают. То есть у них есть какое-то свое уважение к своему времени. Вот. Второе, они интересуются всегда многими вещами. То есть у них есть всегда какое-то хобби. Они всегда читают много разных книг об истории, об культуре, путешествуют много, поэтому всегда с ними можно много о чем поговорить, можно вести беседу на разные темы.
третье, я бы сказала, что они любят жаловаться. Для них иногда там говорят, что вот как бы жаловаться это вид спорта для француза, и это можно, наверное, увидеть, потому что, допустим, иногда у меня есть участники во время программ, которые приходят из Италии или там из других стран, и они всегда позитивные, они всегда счастливы. Возможно, это как бы опять-таки стереотипы, либо один-два человека, которые я увидел, но вот во Франции они первые всегда, мне кажется, так, что они видят какой-то негатив. И если там поезд опоздал на пару минут, у них всегда, боже, опоздал, конечно, всегда, вот такая реакция изначальная. То есть, возможно, это из-за того, что, как я говорила, здесь жизнь не идеальная, и они видят очень много неидеальности, и поэтому реагируют именно так. Вот. Но на самом деле мне французы нравятся. Я думаю, что у них много чему можно поучиться. Вот. Я не встречала плохих, грубых французов. Я думаю, мне с этим повезло, потому что я знаю, что истории есть у людей, где, возможно, не совсем позитивные, но мне всегда везло. Возможно, то, что я постоянно улыбаюсь, помогает этому, потому что куда бы ты ни пошел, если ты там улыбаешься и говоришь «бонжур», и ты начинаешь разговор в приятной манере, то на самом деле всегда тебе в ответ с таким же настроем относятся французы. Какие 3 вещи я бы забрала бы из Франции и привнесла бы в Казахстан? Первое, наверное, это то, что здесь люди, они действительно выбирают то, что им нравится, и они из-за того, что они выбирают то, что как бы их вдохновляет, они привносят в это какую-то креативность, новизну. Это, естественно, не у всех, но я вижу здесь это чаще, и я бы хотела, чтобы и у нас в Казахстане люди следовали тому, что является их предназначением, passion, и вносили какую-то новизну, креативность, что-то интересное в общество Казахстана. Второе, я бы, наверное, это уважение к своей культуре и истории. Здесь, на самом деле, каждый француз является патриотом. Они также открыто могут критиковать свою страну и государство, но в тот же момент у них есть очень глубокое уважение к своим традициям, и это, мне кажется, очень важно, особенно несмотря на то, что, допустим, здесь очень много мигрантов, всегда все перемешивается, но вот они всегда умеют привносить свою культуру во что бы они ни делали, даже в бизнесе. Например, очень много здесь люксовых компаний, где они всегда говорят, что для них самая главная миссия это сохранить вот это heritage, то есть наследование, да, то есть их историю, то, что изначально для чего они создавали ту или иную как бы продукцию. И это очень важно, я думаю, что помнить наши корни, помнить нашу традицию, но и в тот же момент уметь это привнести в настоящее, то есть его полностью раскрыть и сделать из него что-то красивое. Третье, я бы сказала, наверное, умение наслаждаться жизнью. То есть мы, казахи, наверное, очень любим ходить в гости, и мне кажется, мы ходим в гости в основном всегда дома. Но я не вижу, чтобы мы там выходили на парк, там, в музей, в театры, в галереи. Я думаю, что это очень важно. Я думаю, что важно, первое, открыть эти места, куда могли бы наши люди ходить. Второе, это именно призывать людей развивать себя культурно, но и в тот же момент, чтобы они могли иметь больше вещей, которые они могли бы делать на улице, в парках, там, идти в горы, на пикник, плавать, чем-то, какое-то новое хобби для себя раскрывать. Я рассказываю, допустим, даже своей маме, то, что тут мама моей подруги, которая, наверное, одного возраста, но она, допустим, пошла делать камино. Это люди, когда ходят пешком с одной стороны в другую сторону, и они идут туда одни, встречают больше новых людей, либо мне, допустим, было это супер интересно, то, что женщина, которая там за 50 лет прошла где-то 200 километров пешком из Португалии в Испанию, и мне кажется, это вдохновляет. Я всегда маме рассказываю, что
тут много всего тут много вещей, которые она могла бы поделать, и я это вижу сейчас у мамы, допустим, она ходит в театры, она посещает там разные концерты, и меня это радует, то, что когда я вижу эти изменения, я бы хотела, чтобы вот больше людей развивали себя вот именно в культурной стороне, ну и в тот же момент выходили на улицу. Я на данный момент работаю на бизнес-школу INSEAD как программ-менеджер для Executive Education, то есть это образование и развитие директоров и старших менеджеров компаний. Я организовываю эти программы и тренинги для них. Моя специальность на данный момент это именно в сфере обучения и образования и развития лидеров из разных стран. То есть миссия нашей компании, в тот же момент, наверное, миссия моей специальности – это помочь лидерам стать лучше и помочь им сделать какой-то больший вклад в свое сообщество и свой бизнес. И именно моя задача сделать так, чтобы все прошло идеально, чтобы они могли полностью сфокусироваться на обучении, но и в тот же момент они смогли взаимодействовать вместе и прийти к какому-то единому, наверное, решению, разным идеям и так далее. Но и в тот же момент помочь профессорам, которые преподают, чтобы их знание дошло до них в плане подготовки и в тот же момент во время этой программы. Мой рабочий день на самом деле варьируется, потому что он делится на два. Первый, допустим, это подготовка к этим программам, тренингам, и второй день это как во время программы, когда все на самом деле происходит. Во время подготовки это очень много писем, звонков с разными провайдерами, с разными командами, допустим, например, нужно заказать еду, нужно подготовить комнату для обучения, нужно подготовить все материалы для обучения и так далее. То есть это постоянно нужно со всеми обзваниваться, обговаривать, чтобы все было вовремя и все было идеально, когда сам тренинг начинается. А уже когда сам тренинг начинается, это, наверное, мое самое любимое, потому что приезжают директора из разных компаний, либо с одной из компаний, но разных стран. Ты их встречаешь, с ними проводишь всю неделю, общаешься, идешь на разные ужины, и это очень большой нетворкинг, потому что люди, которые достигли много всего, и в тот же момент пришли к чему-то учиться, мне кажется, это очень, очень интересно. Сидишь, слушаешь, чему они обучаются вместе, и профессора наши, они довольно узнаваемые, и люди, которые написали книги, люди, которые сделали огромный research, и ты сидишь с ними и слушаешь, также получаешь больше знания. Вот как-то так, наверное, выглядит мой день. Нашим клиентом именно в нашей компании являются два разных. То есть у нас есть company specific programs, мы называем, то есть они специально созданы для разных компаний. Это большие компании, допустим, Schneider, это может быть местные европейские компании, как Kion, это также большие банки и так далее. Но и в тот же момент у нас есть Open Enrollment программы, это открытые программы для всех лидеров из разных стран, то есть это мы создаем эти программы, и в тот же момент все лидеры могут подаваться на эти программы, и дальше мы выбираем, кто из них подходит на эту программу, и организуем для них эти тренинги. 3 совета, наверное, для людей, кто хочет также идти по сфере образования и обучения лидеров. Я бы, наверное, сказала бы, что это должно быть то, чем вы действительно хотите заниматься. Я очень верю в идею предназначения, о том, что люди должны полностью себя познать и понять, что на самом деле помогает им делать максимум для себя и для общества, но и в тот же момент это то, что они на самом деле любят, то, что они могут проснуться утром и понимать, зачем они делают то, что они делают, и в тот же момент могут заниматься этим, даже если им платят, там, может быть, низкую зарплату, но это именно как то, для чего они пришли в этот мир. Поэтому, если вы считаете, что образование, обучение, развитие вообще в целом людей это ваше, то идите в эту сферу. И идти в эту сферу нужно с таким open mindset, как мы говорим, то есть с открытым мировоззрением, умом и желанием постоянно чему-то обучаться. И это очень важно. И как
на моей работе вы сами видите, что даже директора, президенты компании, они все равно приходят и обучаются чему-то новому. То есть ваше сознание, оно должно быть открыто к этому, что нужно постоянно обучаться. А второе, я бы сказала, интернациональный опыт очень важен, потому что вы общаетесь постоянно с людьми из разных стран, у них разная культура, разный этикет, и чем больше вы открыты к этому, тем больше у вас было опыта взаимодействия с разными людьми с разных стран, тем лучше. И третье, наверное, в целом коммуникабельность, развивать ваши навыки, как вы общаетесь с людьми, как вы строите отношения, потому что вы являетесь главным контактом для этих людей, вы являетесь, если они не могут друг с другом пообщаться, они приходят к вам, они разговаривают с вами, они ищут поддержки от вас. Вот, развивать ваши именно коммуникабельные навыки, да. Ну, подавайтесь на эту позицию, она открыта в LinkedIn. И вот тут, наверное, главный момент, то, что самый первый язык — это английский. То есть, если у вас не сильный французский, либо у вас сильный французский, но вы хотите больше работать в такой интернациональной компании, то вы можете податься на нашу позицию и работать вместе с нами. У нас где-то в команде очень много сотрудников из разных стран, и когда мы обедаем, мы постоянно обсуждаем, как у вас в нашей стране, допустим, как происходит в Казахстане, как происходит в Болгарии и так далее. Это очень интересно на самом деле. В другой стране, в чужом обществе с иной культурой. Они смогли найти свое место для старта. Трудности адаптации. Обзор цен на жилье и продукты. Дорого ли жить за рубежом? На канале Хуан ТВ наши экспаты делятся с вами своей историей. Три совета есть для тех, кто хочет попасть в Париж. Я думаю, что универсальный все знают, это язык, французский язык. Без этого возможно быть тут, возможно найти работу, но намного тяжелее. То есть даже если это будет компания международная, и они будут говорить, что нужен английский язык только, все равно в этой компании будет большинство работать французов, либо иностранцев, которые говорят уже по-французски, и между собой, допустим, они разговаривают во время ланча на французском языке. И чтобы вы не чувствовали себя обделенным, наверное, лучше уже начать сейчас изучать французский язык. Второе, наверное, это быть готовым к неидеальной жизни, потому что, наверное, в Казахстане, либо где бы вы ни ходили, вы привыкли, что можно все получить за пару секунд, заказать, допустим, карточку Каспи, и все, вот оно перед вами печатается. Или автобусы приходят вовремя, там, метро приходит вовремя. Тут такого нету, тут нету какой-то определенной процедуры. Допустим, процесс может занять месяц, 6 месяцев, либо автобус может опоздать, и может вообще полностью час ничего не быть. Поэтому быть готовым и быть таким гибким к тому, что не все идеально, когда вы приходите уже с такими ожиданиями, то, наверное, все легче воспринимается после этого. Третье, я бы сказала, прийти с таким настроем, чтобы наслаждаться жизнью, наслаждаться красотой вокруг, потому что здесь очень много всего можно увидеть, посмотреть, поучаствовать. И здесь культура сама по себе такая, то что мы не полностью погружаемся в работу, но и в тот же момент мы даем для себя время насладиться чему-то красивому, но в тот же момент пойти изучить что-то новое, побыть со своими друзьями и семьей. И если это для вас, то супер. Если это не для вас, то, возможно, подумайте о каком-нибудь другом городе. В плане расходов во Франции я бы сказала, что здесь есть такая вещь, как минимальная зарплата. Я думаю, во многих странах есть СМИК, называется во Франции, и она довольно, я думаю, высокая по сравнению с другими странами. И ниже этого потолка ниже этого уровня вы не получите нигде. И поэтому, учитывая это, у вас всегда выше зарплата, допустим, от 2000 и до 4 и так далее. Я думаю, что вот с этой зарплаты, если у вас двое, много что возможно. То есть вы можете арендовать квартиру, где-то 1000, чуть больше евро, в зависимости, если вы в Париже, либо за Парижем. Вы можете также копить деньги,
инвестировать эти деньги с такой зарплатой, ну и в тот же момент позволить себе там, раз в неделю сходить в хороший ресторан, посидеть с друзьями. Я думаю, что посидеть с друзьями где-то будет 30-20 евро, в зависимости опять-таки от вашего вкуса. Метро, допустим, здесь половина оплачивает компания, в основном во многих компаниях есть такая поддержка, половину оплачиваете вы, это получается где-то 40 евро, 40 с чем-то евро в месяц. Это покрывает полностью автобусы, метро, поезда и так далее. Я думаю, что если вы сюда переехали, то наверняка у вас хорошее образование, хорошие навыки, то вы точно найдете здесь хорошую работу, особенно включая то, что вы говорите по-французски. Я думаю, в этом плане у вас проблем не будет. Именно важно того, как вы тратите ваши деньги и являетесь ли вы, допустим, финансово грамотным. В моем случае я всегда пытаюсь с первым делом либо копить деньги, то есть переводить деньги на saving аккаунт, либо пытаться инвестировать и дальше уже смотреть, распределять свой бюджет. И есть еще хорошая привычка, которую я для себя переняла. Каждый месяц я делаю, допустим, бюджетирование, то есть смотрю, какие у меня были расходы, и первым, то есть я анализирую свои расходы, и поэтому я пытаюсь каждый месяц иметь какую-то определенную фиксированные расходы на, допустим, на рестораны, на одежду, на транспорт и так далее. Но я думаю, что все зависит от того, где вы живете. В Париже намного дороже. Я живу за Парижем. Как я попала в Париж? На самом деле я попала в Париж по любви. Мне сделали предложение руки и сердца, и я в это время жила в Москве. Это было во время ковида, и мы подумали, что мне нужно поскорее сюда переехать, потому что быть на расстоянии было тяжело во время ковида. Вот. И для меня показалось, что самым лучшим и оптимальным решением это подать на магистратуру, потому что это дает мне время интегрироваться, выучить язык, но в тот же момент во Франции очень ценится диплом магистратуры, чтобы найти хорошую работу. И поэтому я подала на магистратуру в бизнес-школу. Специальность называется International Business, то есть международный бизнес. Мне очень хотелось развивать себя в сфере бизнеса, потому что до этого я была в отделе персонала, то есть Human Resources. Я понимала, что мне не хватает именно бизнес-бэкграунда, поэтому я подалась на магистратуру и после этого решила работать в INSEAD, в бизнес-школе, именно помогать людям развиваться в бизнесе, но и в тот же момент как в своих лидерских качествах. То есть как бы такой микс моего human resource бэкграунда с моей бизнес-школой, можно сказать. Да. Как казахам попасть в Париж? Во-первых, определитесь, хотите ли в Париж. Если уж прям точно 100% хотите, то смотрите на разные магистратуры, либо университеты по бакалавру. Я знаю, что есть Альянс Франце, где они могут вам помочь, но я на самом деле не через них проходила, но я просто чисто подала на магистратуру, и меня приняли. Вот, то есть смотрите на разных веб-сайтах, смотрите топовые школы, допустим, HEC есть, HEC, есть INSEAD, там, где я работаю, есть, если это политология, то есть Sciences Po. То есть смотрите именно на такие хорошие школы и изучайте портфолио, общайтесь с людьми, которые там обучались, спрашивайте у них советы, каково им было. Можно вот попасть по обучению. Второе, наверное, я знаю, что есть паспорт таланта, то есть если у вас есть уникальные навыки, вы можете подать на вакансию во французской компании, и вам могут помочь с визой. И есть паспорт таланта, который вам подготовит визу в течение 2-3 недель. И это начинается с зарплаты от 42 000 евро в год. То есть
просить эту зарплату, чтобы вам все легко оформилось. Ну и в тот же момент ищите, наверное, компании, которые открыты к найму иностранцев, открыты к визовому процессу, потому что на самом деле здесь люди иногда не так открыто к этому относятся, потому что они знают, что это занимает очень долгое время. Но вот поэтому ищите паспорт таланта, который очень быстро электронно делается. Ну и третье, я думаю, что можно прийти сюда как предприниматель. Но я бы посоветовала развивать маленький бизнес, наверное, в Казахстане, и потом прийти сюда как расширение этого бизнеса, если вас это интересует, потому что Франция — это все-таки середина Европы, здесь очень много всего развивается в плане бизнеса, поэтому если хотите расширять или развивать свой бизнес, вы можете так сюда переехать и открыть путь для себя в Европе, именно развитие бизнеса в Европе. Да. Вещи, которые я бы привезла бы из Казахстана сюда, это, наверное, первое, то, что мы очень близки со своими родственниками, родными, и мы можем там прийти к нашим родственникам, позвонить в этот же день, сказать: ой, я вот рядом здесь, можно я к тебе зайду? И я думаю, что здесь этого не хватает во Франции. Здесь иногда, чтобы прийти кому-то домой, нужно там за неделю позвонить, сказать: я хочу к тебе прийти, и свободна ли у тебя эта дата? Я думаю, что с одной стороны это, наверное, хорошо, когда мы планируем, но с другой стороны хочется немножко вот этой спонтанности, близости между людьми. И когда вы можете полностью быть собой, открыты, помогать друг другу. Вот, наверное, вот первая вещь. Второе, бешбармак. Мне кажется, что наша еда, она также особенная, интересная. Я знаю, что французская еда хорошая, но здесь я очень по нашей национальной традиционной еде скучаю. И на самом деле первый раз я приготовила бешбармак, плов и манты сама, только здесь во Франции, потому что я на самом деле соскучилась. Третье, я бы сказала, наша открытость. Мне кажется, наши люди очень открытые. Когда мы видим друг друга, мы можем полностью сразу довериться, мы можем сразу же помочь. Здесь немножко люди отдаляются, как бы держат свою дистанцию. И мне кажется, это делает людей немного одинокими. Даже здесь, когда я иногда вижу казахов, они сразу ко мне подходят, сразу начинают, как будто бы свою сестру видели или лучшую подругу, хотя вот только первый раз увиделись, и мне кажется, это очень-очень тепло отзывается у меня, и хочется также это видеть здесь, во Франции, потому что приблизиться к французам и стать их другом требует, наверное, больше времени, больше какого-то опыта, нежели с казахами, где у казахов там увидел, и ты с одного поселка или один РУ, знаете там кого-то вместе, и все, вы там лучшие друзья. Вот. Мне как-то, этого не хватает. Что такое счастье? Счастье для меня это исходит от вас, изнутри. Если вы умеете наслаждаться жизнью, умеете быть открытым к счастью, к миру, то я думаю, что это легче делается. Но вот, допустим, я недавно тоже читала про что такое счастье, что делает нас именно долгосрочно счастливыми. И мне понравилась эта идея, то, что первый, самый большой кусок того, что делает вас счастливым, это смысл, допустим, когда вы привносите смысл в свою работу, в вашу деятельность. То есть, если ваша деятельность, ваша работа, то, чем вы занимаетесь, приносит какое-то благо, позитив вашему обществу, людям, с которыми вы работаете, то это действительно вам дает долгосрочное счастье. Поэтому мне нравится эта тема смысла в работе, тема предназначения в работе. А второе, это, наверное, из-за того, что большинство времени вы находитесь в работе, либо даже ваше хобби,
То есть находиться в состоянии flow – это когда вы чем-то занимаетесь, то, что вам очень сильно нравится, и вы можете забыть там, который час сейчас, вы можете забыть то, что, возможно, вы еще не поели. То есть когда у вас есть такая деятельность, которая вы можете забыть время, вы можете забыть о всех каких-то проблемах, то это как бы делает также вас счастливыми. Ну и я думаю, для меня лично то, что меня делает счастливой, помимо того, что есть предназначение и я наслаждаюсь своей работой, это люди вокруг меня. Для меня очень важно, чтобы я была окружена людьми, которые меня любят, которых я люблю, с которыми я чувствую себя счастливой, поэтому как бы я, наверное, такой человек, который всегда должна быть рядом с людьми, и это меня делает на самом деле очень счастливой. Да. Нашим зрителям я желаю, чтобы вы постоянно чему-то новому обучались, развивали себя с разных сторон, путешествовали больше, общались с разными людьми, пытались, допустим, если вы с кем-то не согласны, то дальше ведите беседу, на самом деле подумайте, почему тот человек думает именно так, открывайте ваше сознание и, наверное, рискуйте больше. Я бы, наверное, не была бы здесь, если бы я не рисковала и мечтала о каких-то больших высотах, поэтому мечтайте, рискуйте, развивайтесь, путешествуйте. Вот эти мои пожелания. Но в тот же момент хочу передать слова благодарности и привет моей семье, моей маме, моим двум сестрам. Без них я бы не была бы здесь, они меня все время мотивировали, они ставили образование в первую очередь и всегда переживали над тем, чтобы я получила самое лучшее образование и давали мне всю возможность развиваться, давали мне возможность раскрыть себя. Поэтому спасибо, мама, спасибо Арайлума и Малика.